Всероссийская олимпиада по истории российского предпринимательства в этом году для ингушских школьников стартовала впервые. Каждый из этих ребят полностью уверен в своих знаниях. А вот ты, например, на что рассчитываешь? Я рассчитываю на свои знания. А ты? А я рассчитываю на удачу. Многие из них победители различных предметных олимпиад, но в этой участвуют впервые. Неизменно лишь одно: по доброй традиции ученикам предстоит погрузиться в задание углубленно. Для Михаила Евлоева это очередная, но интересная ступень на пути к цели. Такие испытания его не пугают, лишь задают тон. Решил спонтанно, сказали про то, что будет такая олимпиада, стало интересно, заинтересовался и решил поучаствовать, попытаться, скажем так. Готовился по олимпиадам прошлых годов, то есть на сайте этой олимпиады, также по экономическим задачам, экономическим каким-то терминам, потому что больше эта олимпиада как раз-таки направлена на экономику, нежели чем на само по себе предпринимательство. Задания довольно-таки сложные, но в принципе, я думаю, написать можно будет. Настроение здесь диктует эпидобстановка и погода, благо одно другому не мешает. У всех оно сегодня хорошее, да и правила все соблюдаются. Олимпиада проходит в два этапа – региональный и федеральный. Цель – сохранение исторической памяти о российских предпринимателях, внесших большой вклад в развитие государства и интересы у молодежи. Мы верим, что в вдохновленной истории наших предков, наша сегодняшняя молодежь сможет в дальнейшем стать успешными предпринимателями, может быть, стать руководителями крупных предприятий, заводов, фабрик, и стоять, развивать и устанавливать экономику нашего региона. 3 часа на выполнение заданий, 6 блоков по самым разным направлениям и 100 баллов для получения главного приза, возможности пройти факультативный онлайн-курс бизнес-тематики в университете «Синергия». Тестирование задания с развернутыми ответами, сочинение эссе. Ребятам предстоит отвечать не только на вопросы по истории, но и решить несколько математических задач. Самая любимая тема – это квадратное уравнение. И я очень надеюсь, что она будет в этой олимпиаде. Кроме квадратных уравнений, мне нравится вычислять корни, степени. Мне кажется, чем сложнее, тем интереснее что-то делать, ведь это, можно сказать, мне бросает вызов, и я смогу проверить себя получше, узнать, на что я на самом деле способна. Здесь все строго прямо как на ЕГЭ, которые ребятам предстоит сдавать совсем скоро. При себе только паспорт и ручка, а также кимы с заданиями и вера в свои силы. Никаких гаджетов и шпаргалок. Мне бы не хотелось, чтобы так было. Я сама участвовала в олимпиаде, в которой этого не носили гаджеты, и она была достаточно интересной, так как все было честно. Мне кажется, что лучше этого не делать, не носить гаджеты, так как было бы честнее, если бы все были на равных условиях, Региональная олимпиада не гарантирует ребятам место в лучшем университете страны, однако высокий результат станет хорошим бонусом при поступлении. Ему олимпиадаш пейд бол жёлги гужды, хете эгер халх ежера, эгер халх янцы эже, дик няхсан кичу я, хоз бирж бол би ахайшат, так с фаал бизнбар яхту халбцар, тахан угыз хамал венчина. Собирать хехш болч хехр хошта цар дегет лахтер хамаш хватш худож дал яхту вакл цар. Результаты олимпиады будут известны в течение суток, а пока у участников есть время обдумать свои ответы и точно для себя решить, чего они хотят добиться в жизни и кем планируют стать. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.